حقيرة مقيرة ضميرة ودوق حدوخة مدوخة ذكورة ودوق. Бисмиллахир-рахманир-рахим. В конце декабря 2017 года, а точнее 21 декабря 2017 года, правительство Республики Ингушетии, в кавычках, страшно озабоченное благосостоянием и благополучием нашего народа, приняло постановление номер 200 о порядке обеспечения проезда на автомобильном транспорте общего пользования отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих в Республике Ингушетия. В соответствии с данным постановлением, льготные категории граждан республики с 1 января 2018 года должны ежемесячно, подчеркиваю, ежемесячно обращаться в районные отделы социальной защиты населения с просьбой выдать им проездной билет на очередной месяц. Зачем? Из каких соображений? В соответствии с каким российским законом льготники ежемесячно должны добираться до отдела соцзащиты и стоят там часами в очереди за проездным билетом, теряя свое время и энергию, которая у них осталась на закате дней совсем немного. Какая от этого польза республике, какая выгода Минсоцзащите? Мы такой выгоды не видим. Выгоды. Допустим, все граждане вовремя будут проходить на пункты отделов социальной защиты и вовремя получать проездные билеты. Какая от этого выгода министерства? Что никакой выгоды для льготной категории граждан нет и говорить не приходится. А никакой, если все граждане будут забирать ежемесячно свои проездные билеты. Вся фишка в том, что постановление принято в надежде на то, что большинство граждан махнут рукой на эти хождения и перестанут ездить за проездными билетами. Это действительно очень обременительно для пожилых и больных людей. На этом, на наш взгляд, и построен весь расчет умудренных экономией причитающих народу средств чиновников. Денежные средства, которые регулярно, вовремя и в полном объеме выделяются федеральным центром для своих граждан, в регионе будут оставаться в бюджете неиспользованы. Затем бюджет будет пересмотрен, как это у нас и принято, и чиновники смогут использовать их не по своему прямому назначению, а на стройках века, где чиновники получают свой достаточно солидный процент отката. Они, родимые, я имею в виду чиновников, не могут пережить, когда денежные потоки из федерального центра протекают мимо них, без никакой маржи для них, не оседая в их карман. Еще большее возмущение вызывает пункт 3 постановления, где сказано установить стоимость месячного льготного проезда билета в размере 300 рублей. Кто дал право правительству Республики Ингушетия ограничивать размер льгот граждан, данные им российским законодательством? Разве репрессированному гражданину запрещено ежедневно ездить на общественном транспорте? Или в российском законодательстве сказано, что он может ездить только через день или через 3? Разве это не ущемление прав тех же самых граждан, которые найдут в себе силы, пойдут в отделы соцзащиты, отстоят там очередь и получат злополучный проездной билет? И так 12 раз подряд в течение года. Зачем? Какое такое улучшение от этого гражданам, да и самой той же власти? Или же вы хотите обанкротить ГУП «Ингушавтотранс», установив им размер компенсации в размере всего 300 рублей и переложив на их плечи ответственность обеспечения граждан неограниченным количеством поездок? Это без всякого сомнения ущемление прав льготной категории граждан республики, наших стариков, ветеранов и инвалидов. Это ущемление прав всего ингушского народа. Это ущемление прав работяг, водителей, которые в очередной раз хотят, но уже на законном основании обокрасть. Не за счет государства, а за их счет возить граждан республики на общественном транспорте. Нет сомнений в том, что постановление правительства Республики Ингушетия номер 200 содержится в завуалированной форме коррумпированной составляющей. Этим постановлением правительство Республики Ингушетия значительно осложняет наше непростое в экономическом отношении время жизнь льготной категории граждан. Это наезд сытого, зажравшегося чиновничества на наиболее ущемленные и наименее обеспеченную материальную часть нашего общества. Мы все знаем,
Кто сегодня из пожилых людей ездит на государственном общественном транспорте? Это люди, которые не имеют своего транспорта. Люди, которые влачат нищенскую жизнь за счет мизерной, недостойной человека и гражданина пенсии. Вместо того, чтобы каким-то образом оказать им помощь, оказать им содействие, стараться улучшить условия их проживания, наше правительство намерено отобрать у них и те крохи, которые остались от прежних федеральных льгот. Почему чиновники относятся к своему народу так жестоко? Откуда они берутся среди нашего народа такие жестокие и бессердечные? Носители цели никогда не будет. Совет тайпо-ингушского народа считает принятое правительством постановление номер 200 противозаконным, открыто и цинично ущемляющим права граждан Ингушетии, наши права. Почему молчит прокуратура республики? Почему бездействуют федеральные службы республики, которые призваны защищать интересы граждан? Была же статья газеты Свердлова по этому вопросу. Благодарности не дождутся, а благодаршего. Почему парламент и правительство, какие бы законы Российской Федерации или постановления правительства не дублировали, всегда дублируют и в сторону уменьшения, умаления прав граждан. Так было в свое время и с льготами для репрессированных. Наши депутаты приняли закон 3 РЗ от 5 мая 2008 года о мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политической репрессии, где в пункте 1 статьи 2 сказано: реабилитированным лицом, являющимся пенсионером или инвалидом, предоставляются следующие меры социальной поддержки. Целенаправленно и осознанно, внеся этот пункт в закон, они лишили российский закон всякого смысла, они выхолостили этот закон. Выходило, что для того, чтобы пользоваться своим правом, репрессивным еще дополнительно обязательным порядком нужно быть и инвалидом. Например, инвалиды имеют право получать лекарственные средства по бесплатным рецептам. Бесплатно, без копейки денег. А репрессированный за 50% стоимости. Какой инвалид будет пользоваться 50% скидкой, когда ему и так положено бесплатные лекарственные средства? Но этот абсурдный региональный закон был принят нашими депутатами, нашими с вами родственниками и имел силу на территории нашей республики. В то время на всех территориях бескрайней России наши сограждане получали эти льготы просто при предъявлении удостоверения репрессированных. Постановление правительства номер 200 тоже из этого ряда документов. Постановление правительства номер 200 должно быть отменено или откорректировано. Необходимо убрать из постановления пункт 3, ограничивающий количество поездок льготной категории лиц. А сомнения в том, что указанная в постановлении сумма 300 рублей ограничивает это права, нет. Отменить ежемесячные проездные билеты. Если уж не имется властям ввести годовой проездной билет. Имейте хоть малейшее уважение к своим старейшинам, к репрессированным гражданам. Ведь все они годятся вам отцы. Все они прошли через жестокие испытания безбожной власти, чудом выжили и вернулись домой. Там над ними издевались коменданты и председатели колхозов, здесь сейчас над ними издеваетесь вы, манкурты, не помнящие родства. И трудно сделать вывод, кто из вас лучше. Так. Следующий ваш Абунва Сенева. Уважаемые жители Республики Ингушетия, прежде чем начать свое выступление, я хотел бы быть услышанным профсоюзным организациям республики и другим организациям, которые должны защищать права рабочего человека. Но так как сегодня этого мы не видим, приходится общественным организациям говорить об этом вслух, говорить и громко говорить. Так? Вопрос мой следующий. Работники ГУП Ингуш Автотранс вот уже 3 месяца не могут получить свою заработную плату. И это не в первый раз. В прошлом году не выплачивали за 5 месяцев и лишь после вмешательства главы республики погасили часть задолженностей. Почему так происходит? Ведь по нашим расчетам ежедневно по различным маршрутам выезжают около 150 различных модификаций автобусов. Каждый водитель в конце рабочего дня сдает в кассу всю выручку. Если даже в среднем посчитать, что они вносят в кассу всего по 2000 рублей, это и то 300 тысяч рублей ежедневно и 9 миллионов рублей в месяц. Куда деваются эти денежные средства? Со слов водителей, они исправно перекачивают
в Комитет промышленности и транспорта правительства Республики Ингушетия. Сразу оговорюсь, не знаю, насколько это соответствует действительности, но работники ГУПа это утверждают. Руководитель предприятия не может не знать закон, в соответствии с которым даже в случае банкротства организации, в первую очередь, подчеркиваю, в первую очередь должна погашаться зарплата. Почему нарушают закон и употребляют денежные средства не по назначению? Почему наглым образом уводят, воруют с таким трудом заработанные бедными водителями средства? Почему за это открытый грабеж никто не несет ответственности? Руководители меняются почти ежегодно. Потом их увольняют, по некоторым из них возбуждают уголовные дела, как, например, против Чумакова. Затем все возвращается на круги своя. Новый руководитель начинает все сначала. Одной из причин нехватки денег, помимо закупки запчастей и заправки транспорта водителей, считает большую нереальную арендную плату, которую ГУП платит хозяину вновь построенного автовокзала. Нас, простых граждан, глава Республики Ингушетия информировал в ходе строительства республиканского автовокзала, что правительство строит автовокзал для своих граждан на государственные средства. А на деле оказалось, по имеющейся у нас непроверенной информации, автовокзал принадлежит бывшему председателю правительства Мусе Чилиеву. И он его сдает в аренду за немалые деньги. Что это такое? Есть некоррумпированная схема увода государственных денежных средств в карманы частных граждан. Что руководство республики, которое находит сотни миллионов рублей для строительства мертвых, нежизнеспособных заводов и фабрик, не способно построить за бюджетные средства автовокзал для своих граждан. Почему поручили строить его частнику на свои средства? Ведь это же стратегический для республики объект. Кто выделил землю на эту авантюру? И второе. Почему он построен так далеко от центра Назрани? Власти могли бы подумать, прежде чем строить, какие неудобства будут причинять гражданам его местонахождения. Одной из причин того, что заработанных ими денежных средств не хватает на выдачу им заработной платы. Водители считают именно то, что на аренду данного автовокзала уходят почти все заработанные ими средства. В связи с вышесказанным напрашивается вопрос к руководству республики, на какие средства и кем построен республиканский автовокзал. Правы ли те работники ГУПа утверждение, что он арендуется у частного лица? Какова сумма ежемесячной арендной платы? Вопросы. Следующий вопрос. Когда перестанут издеваться над работниками автопредприятия, которые должны кормить за счет заработной платы свои семьи, наших граждан? Вот что я хотел довести до сведения граждан. Я добавил несколько слов. Я думаю, вы все в курсе дела, что в прошлом году невыплата зарплаты у этого автопредприятия доходила до 6-7 месяцев. Человек, вот смотрите, каждый водитель ежедневно приносит и сдает в кассу наличными. Ему уже наличными сдают автобусов деньги. Ежемесячно сдает деньги, ежемесячно. А ему в конце месяца говорит, что на его зарплату денег нет. Я бы еще понял, что если бы эти деньги задерживали правительство в силу каких-то причин, они где-то там гуляли, но есть, но все эти деньги уходят в правительство. Более того, вот эти льготы, почему эти две темы, я считаю, что совместимы, что одна из причин тоже является вот это. Они не хотят платить эти 50% или льготные деньги, они не хотят их платить. У них, у этого автотранспортного предприятия вся беда в том, что правительство те денежные средства, которые они обязаны ежемесячно перечислять в полном объеме, они их не перечисляют. Если бы, например, как и водители, правительство тоже сдавало бы ежемесячно, перечисляло бы деньги, у этого предприятия проблем не было. Я так думаю, может быть, я ошибаюсь. И еще одно. Поэтому, что я считаю, что это корень неправильно, что я считаю, в связи с этим поводом было и принято это постановление
таким образом, чтобы уберечь себя от того, чтобы выплачивать ими. Они узаконили грабеж уже таким образом. И второе, у нас действительно есть эти разговоры, должны идут. Чей это автовокзал все-таки? Надо конкретно ответить народу. Если это Чалиев автовокзал, давайте его так и назовем, Чалиевский автовокзал. Если это вокзал ингушского народа, Республики Ингушетии, это другое. И еще не менее интересный вопрос, сколько ежемесячно автотранспортное предприятие Ингушетии платит за аренду этого предприятия, автовокзала. Какие деньги за него платят? Это не такие сложные вопросы. Мы и министра экономики, и министра финансов, и главу республики ждем ответы на эти вопросы. Следующее слово предоставляется Мураду Даскилу. У меня в связи с этим еще один вопрос к руководству республики. Жители Насыркорта не получали земельных наделов с момента возрождения республики Ингушетия. Нет населенного пункта в Ингушетии, где один, как минимум, два, а то и 3 раза не распределялись земельные участки для жителей, для нуждающихся, кроме Насыркорта. В связи с этим у меня вопрос такой. Этот земельный участок, где расположился автовокзал, Русланом Аушевым еще, был отведен там, я не помню сколько гектаров, 22 гектара, да, под выпас скотины для жителей. Для выпаса? Да. 430 или 450 гектаров. Нет? По рынку это 430 гектаров. Мы были еще осваивались. Да. Есть кооператив, которому сегодня законно принадлежит клин земли, под выпас скота. Отобрали ни один участок, жителям не выделили, и скот пришлось ликвидировать жителям Насыркорта в связи с тем, что его просто некуда выпасать. Потом Евкуров Юнусбек дал команду выделить участок земли в 36, по-моему, гектаров возле бригады Бекова-Олцол, где Ингушский полк находится за каналом. Около 7 лет там наши, я в том числе жители, нуждающиеся, очередники на выделение земельных участков, идет круглосуточное дежурство этого участка против захвата кое-какими работниками власти, начиная от мэрии и кончая Министерством сельского хозяйства и правительства. Идет противостояние, не выделяется этот участок земли с целью захвата, а есть слухи, что этот участок в 36 гектаров давно уже разделен между чиновниками, но в связи с тем, что народ там коллективно стоит и дежурит, не могут они выйти и хозяева обозначить, вот мои 10 гектаров, вот мои 8 гектаров. Документы, говорят, есть, но их не видно. В связи с чем и как, на каких основаниях, по какому праву, будучи председателем правительства, Чалиев там обретает в Насыркорте беженец, можно сказать, из пригородного района, депортированный, скажем так. Муса Чалиев получает 2 сколько-то гектаров под строительство автовокзала с целью, чтобы его сдавать нам же в аренду. На каком основании, по какому закону Чалиев получил этот участок земли? Вот, на какие деньги построил еще? Да. Мураду слово. Он получил, наверное, за свои эти потери имущества, наверное, получил 120 тысяч. За эти, наверное, построил. До 25 июня 2013 года педагогические и медицинские работники, проживающие и работающие в сельской местности, были освобождены от внесения платежей за услуги ЖКХ, независимо от целей потребления и без ограничений на объем получаемых услуг. И это был осознанный шаг российского государства
которое считает себя социальным государством. Политика, которая постоянно должна быть направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Напомню, что часть 1 статьи 39 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому гражданину страны социальное обеспечение по возрасту в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и так далее. Статья 3 Конституции же Республики Ингушетия закрепляет в качестве высшей цели государства обеспечение каждому человеку достойной жизни, непрерывное улучшение условий жизни граждан Ингушетии. А как обстоят дела на самом деле в данном конкретном случае с учителями? Постановление правительства Республики номер 2575 от 29 апреля 2015 года об утверждении размера и порядка представления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отоплений и освещения квалифицированным специалистам, проживающим и работающим в сельском населенном пунктах на территории Республики Ингушетия. Установлена ежемесячная компенсация учителям в размере 2000 рублей и врачам 1200 рублей. Должны заметить, что это ни для кого не является секретом, что учителя являются наиболее ущемленной частью нашего сегодняшнего общества со своими нищенствующими зарплатами в районе 10 тысяч рублей. Для учителей бесплатные услуги ЖКХ являлись большим подспорьем их жизнедеятельности. Помогали как-то выкручиваться из погружения в нищенскую жизнь. Правительство посчитало, что они, учителя, шикуют, хватит им и 2000 рублей. Обойдутся и никаких дополнительных денежных средств, кроме указанных сумм 2000 рублей, учителя и врачи практически не получают. Нет, надо объяснять, что эта сумма, особенно в зимнее время, не хватает даже на оплату за отопление, не считая других услуг ЖКХ. Постановление правительства Республики Ингушетия от 15 октября 2011 года номер 346 и в пункте 3.1 постановления правительства Республики Ингушетия номер 75 от 29 апреля 2015 года четко прописано: граждане, имеющие право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг без ограничения нормативов потребления указанных услуг, без ограничения нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг. Над общим размером полученной компенсации вправе обратиться в отделы субсидий по месту жительства за ее перерасчетом, исходя из тех показателей, по которым фактически производится оплата жилищно-коммунальных услуг. Но и дословно приведен пункт постановления правительства Республики Ингушетия. Знают ли об этом учителя? Получают ли они возмещение? Уверяю вас, что нет. Я не встречал ни одного учителя, который получил указанную компенсацию сверх 2000 рублей. И это при том, что закон Российской Федерации номер 3266-1 от 22 августа 2004 года об образовании, пункт 5 статьи 55 гласит: нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации не могут снижать объем мер социальной поддержки, представляемых педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности. Почему нарушаем российские законы, как и принятые собственным парламентом? Кто должен нести ответственность за противозаконные экспроприационные прав учителей?
за наглое и открытое ущемление их законных прав. Хотелось бы услышать ответ власть прилежащих. Заявляю, мы приложим все свои силы для того, чтобы учителя могли, как и прежде, получать бесплатные услуги ЖКХ. Мы не позволим делать из воспитателей наших детей, нашего будущего, бродяг и нищих. Да, я тумаху. Ахмад Башир. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Мягкой эрсиметул дава хаваша деларала мягкла да sa эрсиметул абиш да национальной республики Нивей. Мы все прекрасно помним, как депутаты Народного собрания Республики Ингушетии в свое время практически выхолостили указ президента Российской Федерации за номером 431 от 5 мая 1992 года о мерах по социальной поддержке многодетных семей. Народное собрание последним своим изменением в июне 2013 года в закон Республики Ингушетия от 29 ноября 1999 года за номером 27 РЗ об охране семьи, материнства, отцовства и детства внес пункт о том, что многодетными считаются семьи, где 5 и более детей, тогда как в указе президента Российской Федерации сказано, что многодетными считаются семьи, где 3 и более детей. Вот таким образом наши депутаты охраняют, защищают наши права. У них почему-то патологическая потребность, природный инстинкт как бы умалять любую норму российского законодательства, облегчающую жизнь своих граждан. Чем граждане нашей республики хуже граждан, проживающих в других регионах России? На основании каких нормативных актов принимаются такие непродуманные антинародные решения? Совет тейпов ингушского народа не мог согласиться с таким состоянием дел и с первых же дней своей работы выступил против этого пункта в законе, ущемляющего права наших многодетных семей. Мы неоднократно выступали по этому вопросу с заявлениями, мы провели по этому вопросу видеоконференцию, мы обращались в прокуратуру. Когда наша информация о наглом нарушении прав многодетных семей дошла до широкой общественности, власть вынуждена была вернуться к нормам российского законодательства. Теперь у нас, как и по всей России, льготы полагаются многодетным семьям, где 3 и более детей. Это я говорю о том, что полагается, но на практике многодетные семьи, в отличие от других регионов, никаких льгот не получают, что по сути дела является преступлением. Хочу напомнить также, как мы с большим трудом добились того, чтобы многодетным семьям начали выдавать удостоверения. Закон скроен так, что если у одного из родителей многодетной семьи нет на руках удостоверения, они ни на какие льготы претендовать не могут. А Минсоцзащиты, ссылаясь на проблемы с типографией, эти удостоверения не заказывала и в течение ряда лет не выдавала. Хотя при этом ежегодно в бюджет республики закладывали на эти цели 30 миллионов рублей. Теперь я скажу, 30 миллионов рублей на 500 000 населения, что это? С какой целью закладывали ее? Ведь регион может подавать, у нас же в основном многодетные семьи. Галай Шулдуха, Дизел, Сака, там Ди, Сака, Полятин был отхожен, да, в Российской Федерации, это да. Порождаемость спереди. Да, так, Султахал Дивна, да, вот, 30 миллионов арбот, куда дуа, что 30 миллионов, сюда $20 духа, футтерин махамдя, да, специально это заказывают, ну, подают туда, что у нас мало детей, но Москва-то знает, и Москва щедро выделяет деньги, особенно в Ингушский регион, особенно, это все знают, что она жвапрь $2, хамкудашан, хотя при этом ежегодно так. Куда уходили, хотя и эти деньги, куда уходили эти денежные средства, большой секрет. Власти не считают обязательным для себя отвечать на этот вопрос. Мы же не нашли на территории Ингушетии ни одного представителя многодетной семьи, который бы получил хоть одну из положенных ему в соответствии с законом Республики Ингушетии этих льгот.
Удостоверения как не выдавались, так и в основной своей массе не выдаются. Бесплатные лекарственные средства для детей до 6 лет из многодетной семьи, из аптек не отпускаются, нет финансирования. Бесплатного питания для школьников из многодетных семей нет. Бесплатного проезда для учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей нет. Обеспечение молочными продуктами детей 1-2 лет жизни не обеспечено. Первоочередность приема в детские ясли и сады игнорируется. Земельные участки многодетным семьям или в ее отсутствии денежной компенсации эквивалентной стоимости земли на местах не выделяются, как в некоторых других регионах. Одним словом, закон номер 27 РЗ от 29 ноября 1999 года, принятый парламентом Республики Ингушетия, более 18 лет назад не выполняется. А в Москву докладывают, что все нормально. Многодетные семьи полностью обеспечены и в восторге от проявленной по них местными властями заботы. Мы не можем согласиться с таким положением дел в республике и ставим в известность власти, что в ближайшее время основательно займемся этим вопросом. Анзалами Тладарас. Бирж Яхр, кай бирж Мадиш, Малекиш Лярат Янадежди. Бирж Дихана, Бартхатум Хубати Андаламас, Мархадал, Тадалаздин, Хиттервал, Волбе. Вей худбил уже генофон бирж Шолаяч. Вей Адмахаллахи, бирж Ришбатаган, Вей Шалхи Вей. Сархабду Штаган. Сахата берсте бар бош на дал беркаш мдолца. Шолла дед даш шансанс. Дед даш шолер балбе. На даисту горсо вывезли, ежели Аллахам хажил. Ha это шьешит гарантийный государственный год и многодетным. Доказ для того халдия конференция его. А еще хадир ардали. Хадир биждаш шанс, хада ал биждаш шанс, шадир садир биждаш шанс. Эш бы шанс калбар барж. Ой. Саад ихэр гел вог бол уй башан тукал. Алдана да хей. Куда смирение отдался? Ел бирж диса да. Ерж кяхтаж дису ге бирж халар подтверждение иса сельсовете. Ерж свидетельство о рождении диса да. Солахаш халар справ терие отдал удостоверение. Хадан бэм бишан бэм. О, сон дуаждар отдал ердишан. Год что советский российский закон сон отдали анхайнер. Ингушской республики подтвержденный ешан. Да все а я сделал кяхт а ерлыце. Да, сим хаал, сон ходу прокуратуре дал хаса ебо хабак судида. Фатиха вот душа. Сегодня тейпул совет, ой, Евкуру шанер халдер няш бакдаша. Евкуру шар медветул даша, тоншайр хадах, магас даггарер хадах. Далу далар яш подел, да, шаар дал целых. Что целых рарцы дал, шампу даша. Сах даша. Лишаш нахлёх, днем чё, ши, русском дахам лашлоса, планду отдошкем, днем ши мукн даху гладцес. Миссы ёх, хана, хай ростаган хадах унах вашта ахай молдай на неби, судезу хак хетвет дадих, ниш уркан гемтен. Да хандак сва шехам ха. А еще они хады шехам хадих. Дел вот ургаматша, что и безу хак бим хасадах. Хадих диш да что хада хадах дих должен что шехам. Шехам хадах мюривик. Умри там да дел ряс холсен. Умрихм бежлачан. Делает шну ялр алейхиссалату вассалам. Шака догдан эзкахам хуцу дуашды роста хадига дордорос шихана хабаш тахал хетихи дуаш ялш так васан лохос ازم تو حلق من ديدا لاش محتي خرسو يعني مش عارفين شو انا سيقدر درهم مش عديلتش اربع لي حيبوخ حيهم حبيخ لخلق حلق لخلق بوق بنهم اذا حيبيزو خوش هم حدا اربع صح وجه اورين هم خد داش عم سيس تشابي وقت دلين ياخش هم خداشان والفعل بوق من العبد لا شكوك فالتطبير النسبة اشترفوا عليه سيد السوق يخدر حارب اللي حيهم حداك خداشان سيقاردين هاردين والله مولوشن هم حدا هاردين يوفشي در حقول دياشان خبير ما داخل خبير خلصني ويجرسي حتى دخل صد جراجن زي متلت لا يشيك جرانت في حار يحتى عيله كل قاعد نشان دور اي شيء هم حدا بركوشان ديل رياس هولشان تهيب مي وجدال يحتو باخو ما يديك شمتة تهيب مي وجدال ويحطوا البارج محكا باخو بوزر بين لوزبوش Еще должен добавить это раз. Действительно, ребята размножать до 12 год положенным многодетным семьям. Садя цапнул по Аицич, не самый лучший.
каждая семья, в зимнее время берешь сундушку, анзел бер сундушку, а сумол гажет, а дозеху, шокобер должен, это был сундушку. По этому закону детям до 2 лет из репрессированных, из многодетных семей, хамалю уже, мол, сакетика что даже бесплатно. До 6. До 6 лет, да. Вообще, в принципе, у нас почти каждая ингушская семья многодетная. Вы со мной согласны? Так, выходит так, что этот закон нам позволяет всех наших детей обеспечивать бесплатно лекарственными средствами. Другое дело, могут сказать, да, закон хорош, но оттуда федерального финансирования под этого закона нет. И я вам должен сказать, что любой закон, принятый в соответствии с российским законодательством, обязательно подразумевает его финансовое обеспечение. И я считаю, что если наши власти могут пойти защитить интересы наших граждан, сказать, у нас столько-то многодетных семей, это их прямая обязанность выбивать эти деньги для этих многодетных семей и доводить их до нашего народа. А здесь отца моя что, молодь. Поэтому, говоря, это очень серьезный вопрос, это многодетные семьи. Тогда мягкого я болса юкор хуя, ням соди шашна, саг он ахол, масак бакалса гиарва, он ахол болса гаядат, шина дала, дел курмис винуса яхвари, шина дала, дал ди хайен йоз болш мягко, бири ханоду, мешок согурвар, дела яхдат, он ахмуш болсу ясадах, дел возлор, он ахал яхматсах. Das verloren. Verlieren was. Als Hanni da tupel kasas bewies ja lemudi. Izol dol biri hat dol was na belon yermo das was. So du was han. Шинан гаш если сказал выход дол was дал сын хватит дырс. Следующее. Жабраев, что вы скажете? Я просто хотел бы несколько слов до выступления Жабраева сказать. Жабраев, что уже в течение более 5 лет занимается вопросом пенсионного обеспечения для репрессированных граждан. 5 лет он борется по этому вопросу, и если рано или поздно он сумеет достичь прогресса в этой борьбе, то каждый гражданин Ингушетии, а в том числе и репрессированных народов, значительно увеличит свое пенсионное обеспечение. Дорогие соотечественники, 17 декабря 2000 года издал федеральный закон номер 173 о трудовых пенсиях со дня его выхода в свет нас, пенсионеров, в возрасте 68 лет и старше из числа репрессированных в республике осталось 25 308 человек. В данном законе, разработан Государственной Думой, одобренным Советом Федерации и утвержденный президентом, который должен исполняться неукоснительно на всей территории Российской Федерации, в пункте 4 статьи 30 этого закона сказано: в целях определения расчетного размера трудовой пенсии застрахованных лиц в соответствии с настоящим пунктом под общим трудовым стажем понимается суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятельности до 1 января 2001 года, в которой включаются периоды содержания под стражей, пребывание в местах заключения и ссылки граждан, необоснованно привлеченных в уголовной ответственности, необоснованно репрессированным и впоследствии реабилитированным, в том числе из числа репрессированных народов, который включается общий трудовой стаж в тройном размере. В соответствии с абзацем 1 статьи 66 Трудового кодекса трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Права гражданина в области пенсионного обеспечения производные от его трудовой или иной прораненной трудовой деятельности. Должностные лица Пенсионного фонда республики не вправе определять общий трудовой стаж и страховой стаж работы с исключением из него периодов учебы в вузе или иные, или какие-либо другие периоды, в том числе разрыв между увольнением и поступлением на работу, который не превышает 2 месяцев, отраженный трудовой, а тем более время, проведенное в ссылке. Наши братья-мусульмане
Работники пенсионного фонда республики, начальник отдела по назначению перерасчета пенсии Умаров Магомед Мусаевич и его зам и каждый Магомед Рашидович скрывает от нас содержание этого закона. Без малого 7 лет ни Следственный комитет, ни прокуратура, ни суд, ни парламент, ни уполномоченный по правам человека при Юнусбеке, ни Тайповый совет при Юнусбеке, ни секретарь Совета Безопасности и вместе с ними сам наш всеми уважаемый Юнусбек на мои заявления, что 25 308 пенсионеров нашей республики должны получать пенсию несколько раз выше, чем получают сегодня, не хотят меня слышать. На мое заявление прокуратуры республики в возбуждении уголовного дела против должностных лиц пенсионного фонда республики по части 1 статьи 286 превышение должностными полномочиями, части 4 статьи 159.2 мошенничество и статьи 315 неисполнение решений суда. Следователь по особо важным делам Мирановского районного следственного отдела майор юстиции уведомляет меня, что возбуждение уголовного дела против пенсионного фонда не отказано. В то же время ставит меня в известность, что ввиду моего добросовестного заблуждения не возбуждает против меня уголовного дела по части 1 статьи 306 УК Российской Федерации. Это заведомо ложный донос на добропорядочных сотрудников пенсионного фонда нашей республики. Следователь особо важным делам Тимур Базуртанов грозит мне штрафом 150 тысяч рублей и лишением свободы сроком до 2 лет. Дорогие соотечественники, у всех, кто обязан исполнять этот федеральный закон номер 173 о трудовой пенсии Российской Федерации, и тем самым защищать материальные права оставшихся живых пенсионеров из числа репрессированных, совесть отморожена, но не менее она отморожена и тех, кто защищает интересы этих отморозков. Почему я сегодня поднял этот вопрос? Да просто потому, что другие вопросы, обсуждаемые на сегодняшнем заседании Совета Тейпов индусского народа, подобного же порядка. На каждом законе, который гарантирует льготы своим гражданам, сидят сотни наших изощренных проходимцев. И именно поэтому льготы, гарантированные нам, нашим государством, до нас, простых граждан, не доходят. Сколько это будет продолжаться? Когда кончится это воровской беспредел? Закончу свое обращение словами Ивана Бунина. Проклят тот, кто веление Корана не слышит. Проклят тот, кто угас для молитвы и битвы. Кто для жизни не дышит, как бесплотники джаз. Иван Бунин. Хорошо тогда. В заключение наше заседание по этому вопросу. Я тоже хотел бы сделать завершение. Удивительное дело, какую бы реформу не проводило наше региональное правительство под разными красивыми и многообещающими постановлениями и распоряжениями, как вышеназванное, о порядке обеспечения льготного проезда, о мерах социальной поддержки и так далее, они все той или иной мере урезают наши права. Убережи Аллах от такой поддержки. Раньше можно было ездить на общественном транспорте, предъявив удостоверение репрессированного. А сейчас, после вашей поддержки, ежемесячно надо стоять по очередям. И то только для того, чтобы иметь возможность несколько раз бесплатно проехать. Какие бы российские законы и постановления не дублировал наш парламент, они всегда принимаются почему-то в сторону уменьшения льгот, всегда в сторону умаления норм российского закона. Под разными красивыми словами о монетизации, модернизации, оптимизации, минимизации нагло и беспардонно лезут и без того тощий карман гражданина и вводят оттуда деньги поискуснее любого карманника. И самое обидное, выпускают эти законы и постановления под красивыми фантиками, которые вроде бы говорят о повышении льгот, об их упорядочении. На самом деле каждое следующее постановление ухудшает права трудящихся. Назовите хоть один закон, принятый Народным собранием Республики Ингушетия, хоть одно постановление правительства Республики Ингушетия, которое бы улучшило условия проживания льготной категории граждан. Назовите, если они имеются. Укажите конкретные пункты закона или постановления. Нет таких. Хотел бы добавить, что пока мы готовили наше сегодняшнее заседание, в газете «Свердлова» вышла статья «Прокуратура ответила», где прокуратура вроде бы прореагировала на обращение Абу Гадаборшева. Статья газеты «Свердлова».
Не буду излагать весь ответ, но один абзац очень интересный. Согласно указанному постановлению, льготникам билеты в отделах социальной защиты населения выдаются бесплатно и без какого-либо ограничения по числу поездок. О необходимости либо обязанности приобретать, в скобках, покупать указанные проездные билеты постановлением правительства номер 200 от 21 декабря 2017 года не указано. Большое спасибо прокуратуре, стоящей на страже наших интересов, за такой интересный вывод. Еще бы не хватало, чтобы заставляли покупать то, что по российскому законодательству полагается бесплатно. И вообще, разве в статье газеты «Сердолор» под одним словом утверждается, что в постановлении сказано о том, что необходимо билеты покупать за счет средственных средств? Почему прокуратура решила ответить на незаданный вопрос, вызывает удивление? Где прокуратура это вычитала? Речь шла о том, что несправедливо, жестоко и не вполне законно заставлять пожилых и больных граждан, которым полагаются льготы, заставлять ежемесячно стоять в очередях за проездными билетами. Если даже исключить очереди, заставлять граждан тратить свое время и энергию на эти поездки. Прокуратура то, что надо было прочитать, не прочитала и вообще обошла не своим вниманием этот пункт. А это, на наш взгляд, главный пункт этого обращения. Вызывает удивление также и то, как можно делать вывод о том, что ежемесячные билеты выдаются бесплатно и без ограничений по числу поездок. Если в постановлении черным по белому в пункте 3 написано «Установить стоимость месячного льготного проездного билета при сложившейся средней стоимости перевозки транспортными организациями одного льготника в размере 300 рублей в месяц». Более того, автор статьи Абогада Боршев пошел дальше, и для особенно непонятного произвел нехитрые расчеты, которые говорят о том, что более чем на 23 поездки по минимальным расценкам билетов проездной не рассчитан. И прокуратура при этом умудряется говорить, что проездные билеты выдаются бесплатно, без каких-нибудь ограничений. А назначенная произвольная сумма в 300 рублей не ограничение. Однозначно, за проезд свыше 300 рублей должен нести убытки или гражданин, или же автотранспортное предприятие, сумму компенсации которой ограничивается 300 рублями. Как автотранспортное предприятие будет контролировать количество поездов льготников, нам непонятно. Это должен быть очень интересный механизм. Но что правительство Республики Ингушетия открыто заявляет этому предприятию о том, что более 300 рублей в месяц за один проездной билет они не получат, не вызывает сомнений. Как мы говорили выше, это в лучшем случае перекладывание времени выполнения льгот на Ингуш Автотранс. И будет вполне понятно, если завтра это транспортное предприятие начнет ограничивать права граждан до уровня этих 300 рублей. И потом, для нас не секрет, что это только первый шаг на пути ограничения прав граждан под видом оптимизации. Можно не сомневаться, что за ним последует через некоторое время монетизация, которую узаконит эти 300 рублей для граждан. Скорее всего, будет принято очередное постановление правительства Республики Ингушетия, которое гласит, что с нового года в отделах субсидий Минсоцзащиты они смогут получить 300 рублей ежемесячно наличными, а бесплатные поездки отменены. Но для этого необходимо, чтобы к этой сумме граждане привыкли. И если водители общественного транспорта их пока не будут ограничивать в количествах поездок, граждане успокоятся и не будут пытаться защищать свои права. Совет ТЭПО не может согласиться с ответом прокуратуры, это чистой воды отписка. Мы считаем, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования вполне достаточно, и прокуратура обязана защитить своих граждан, на защиту интересов которых она поставлена. Просим считать это наше обращение официальным обращением прокуратуры Республики Ингушетия, будет и письменное обращение, она уже готова. Хотел бы также проинформировать граждан Республики, что отделы субсидий, которые до сих пор находились при Министерстве финансов Республики Ингушетия, переданы Министерству социальной защиты населения. А репутация этого ведомства мы прекрасно знаем. Хорошо зная наши власти, можно предположить, что это первый шаг к тому, чтобы увести и эти денежные средства, причитающиеся малообеспеченным гражданам, в нужном им направлении, чтобы затем пустить на распил. А завтра, если получится, если общество промолчит, то и вовсе упразднит отделы субсидий и пустить денежные средства на более прибыльную для чиновничества область, а именно строительство
Здесь нормальные откаты, и все следы коррупции можно закопать в землю. Предостерегаем власти от подобного шага. Мы поднимем на ноги всю общественность и всю федеральную власть. Соотечественники, как вы слышали из краткого выступления члена Совета тайпов ингушского народа, отношения сегодняшней исполнительной, законодательной и правоохранительной власти республики, что в отношении репрессированных, что в отношении многодетных семей, что в отношении сельских учителей, что в отношении пенсионеров, не выдерживают никакой критики. Власть все больше и больше отделяется от народа и теряет легитимность. Только мы, граждане республики, только народ может обуздать это обнаглевшее от своей безнаказанности насквозь коррумпированное чиновничество. И мы его обязаны обуздать. Это наш долг перед потомками. Этот властный беспредел не может продолжаться бесконечно, всему есть предел. В завершение хотел бы сказать, поддержащего лопама, поддержащего лопаму, ханучу соуму, соукис, варку,